Сегодня мы отправляемся в село Маджа Карткировского района. Пока мы знаем, что в этих местах редко бывают дожди. А еще, что в озере Юркоты, которое находится в нескольких километрах от населенного пункта, водятся рыбы огромных размеров, длиной до 2 метров. Но об этом немного позже. Первые люди, которые сюда приплыли, назвали это место Маджадж, в переводе на русский «полка с медом». Здесь им очень понравилось, потому что было много дичи, рыбы, ягод, и они решили остаться. Сегодня это место называется Маджа. Именно эта версия является главной среди местных жителей. По документам, этот населенный пункт возник еще в XVI веке. Маджа стоит на правом берегу реки Вычегды, на возвышенности. Неспроста первопроходцы эти места называли «полкой с медом». Места здесь и впрямь красивые. И отсюда, с высокой Маджинской горы, открывается прекрасный вид на бескрайние леса, на реку, на озера. В нескольких километрах прямо под горкой находится озеро Юркоты. Туда мы и решили отправиться. Вот это наше озеро, знаменитое Юркоты. Юркоты в переводе на русский означает «озеро Юрки». Так в честь какого же Юрки названо озеро? А история вот какая. В давние времена в селе Маджа жил один крестьянин. И был у него сын. Звали его Юркой. Когда мальчик вырос и исполнилось ему 10 лет, стал он сам ходить, рыбу ловить. Юноша был огромен и силен. Сколько Юрку не кормили, еды ему не хватало. Когда он шел на рыбалку, сворачивал на луг, где паслась скотина, и крал корову или теленка. Так воровством и находил себе пропитание Юрка. У жителей много скота стало пропадать. Люди даже отчаялись. Каждый день по тонне Юрка стал таскать. Пойдет рыбачить, потом убьет корову, снимет с него шкуру и начинает есть сырое мясо. Жители стали догадываться, что он крадет коров и телят. За Юркой проследила девочка. Девочка проследила, как он убил теленка, снял с теленка шкуру и съел сырое мясо целиком. Девочка тихонечко пошла домой, рассказала все это отцу. И отец пошел в село рассказывать всем мужикам. Мужики пошли к Юркиному жилищу и обнаружили головы до копыта. И поняли, что это и в самом деле Юрка телят таскает. На сельском сходе жители Маджи решили извести Юрку. В селе около мельницы жил родной брат отца Юрки. Здесь жители решили устроить праздник, чтобы напоить юношу. Позвали туда у Юрки отца и всю родню, и самого Юрку. Сделали очень много браги, вина и еду. А Юрка, он вино не любил пить, он никогда вино не пил. Попробовал 1 стакан, понравилось ему. Попробовал 2 стакан, никак не пьянеет. А мужики ему все время наливают, чтобы он опьянел. Потом он выпил сразу 6 стаканов и опьянел. Дядя у него говорит: иди, говорит, в комнату и ложись, там и поспишь. Посмотрели, Юрка уснул и решили, набросили на него сетку, завязали ноги и руки, завязали еще на сетку веревками, чтобы он вообще не мог двигаться. Юрку привезли на телеге вот к этому озеру. Затем на этой же телеге доставили сюда жернова с мельницы. Привязали к Юрке 2 больших жернова и отвезли на середину озера, где поглубже, и бросили в воду.
Потом Юрка еще 2 раза выходил с воды и сказал: вот сумели, говорит, меня завязать и утопить. Потом уже не вылез из воды. Вышли мужики на берег, все перекрестились и пошли к Юркиному дяде. Там сварили в пивном котле кашу, и каждый съел по ложке. Так они разделили грех за убийство Юрки. С тех пор всех маджинских называют кашеедами, а озеро стали называть Юркоты. А еще, по словам нашего проводника Евгения Фихтнер, в этом самом озере Юркоты водятся огромные рыбы. В этом году лето было очень жаркое, поэтому озеро сильно обмелело. Но весной, после таяния снега, оно внушительных размеров. Многие жители любят при большой воде покататься по озеру на лодке. Пару лет назад весной Евгения Анатольевна с мужем плыли по Юркоты, и вдруг они увидели бревно. Я уже столько лет живу и никогда не видела такой огромной рыбы. И она плыла рядом, возле берега, такая красивая, коричневого цвета. Она высунулась из воды и набирала воздух. Рыба была где-то длиной 2 метра. Она же плыла возле берега, и было все очень хорошо видно. И мы прямо встали вот так на лодке, и вот смотрим на нее, она даже не боялась, вот эта рыба. Говорят, кто-то из местных рыбаков ловил гигантских рыб, но, к сожалению, таковых мы не нашли. А еще утверждают, что подобные экземпляры не перевелись здесь. Мы долго вглядывались в обмелевшее озеро, но таких чудо-рыб так и не увидели. По словам местных жителей, в Маджинском лесу есть местечко Изъямор. Оно находится примерно в 3 километрах от населенного пункта. С этим местом связано множество легенд и преданий. В этом лесу находится большой камень. Местные жители считают, что камень обладает магическими свойствами, помогает найти грибы и ягоды. С детства мы ходили по ягоды в этот лес с подругами и с ее мамой. Мы брали ведра маленькие и шли по этой дороге. Эта дорога называется Изъямор. А когда мы доходили до камня большого, вот, это находится примерно в 3 километрах от села Маджа, мы останавливались и говорили: камень, камень, помоги нам собрать много ягод и грибов. И мы шли в лес, собирали целый день ягоды, отдыхали. А пока когда ведра у нас заполнялись, мы обратно возвращались опять этой же дорогой. И когда мы доходили до этого камня, мы брали из ведра ягоды и горсточкой ложили на этот камень. И благодарили этот камень. Спасибо тебе, камень, что ты нам дал ягод и грибов. Местные жители уверяют, что именно этот камень мешает дождевым тучам достигнуть Маджи. Мол, он раскалывает тучи, поэтому дожди здесь, по сравнению с соседними населенными пунктами, бывают нечасто. А в этом году, сетуют местные жители, из-за отсутствия дождей в Маджинском лесу даже мухоморы – редкость. В соседнем же селе Пезмаг, с сожалением говорят местные жители, люди грибы ведрами собирают каждый день. Люди стали замечать, что когда тучи, черные тучи идут со стороны камня на село Маджа, тогда заметили, что дожди не доходят. Оказывается, этот камень тучу делит напополам. И туча уходит в разные стороны, и дождь проходит мимо.
Говорят, раньше этот камень намного больше выступал из земли и был раза в 2 крупнее, чем сейчас. Возле него стояла скамейка, где каждый желающий мог присесть и отдохнуть. Вообще, вокруг этого камня ходит множество легенд, когда и откуда он здесь появился. По одной из версий, этот камень сюда принесло вместе с ледником, еще в ледниковый период. По другой, сюда его привезли люди. Старые люди говорят, что этот камень везли 2 женщины на телеге для мельницы. Но так как дорога была плохая и была плохая погода, тут грянул гром, и молния ударила в этот камень. Телега развалилась, и камень упал. Конечно же, 2 женщины поднять не смогли этот камень. И с тех пор этот камень так и остался лежать здесь. Вот такая легенда. Легенда о Юрке, о камне жители Маджи передают из уст в уста уже несколько сотен лет. А может, это и не легенды вовсе? Ведь рассказ об огромной рыбе появился совсем недавно. Возможно, эти загадки никогда не будут разгаданы, но тем интереснее эти места для туристов. А мы отправляемся в другие села района, ведь они тоже полны своих тайн.